В столице завершается ремонт котельных, тепловых, водопроводных и канализационных сетей. Коммунальные службы задействованы сразу на нескольких участках, где идет замена теплотрасс. В Ленинском районе специалисты меняют котлы на новые. Они в разы экономичнее, с высоким показателем КПД. Сейчас что поменяется? Сейчас здесь, во-первых, на электроэнергии будет сэкономлено 5 миллионов. Вот эти котлы требуют дымососы стоят, котлы по 90 киловатт. Так, даже просто если исключить вот эти два насоса, мы уже экономим 5 миллионов. Специалисты планируют завершить весь объем работы до начала отопительного сезона. Капитальному ремонту подвергся и лупинг газопровода Ставрополь-Грозный. Демонтаж начался с окончанием отопительного сезона. И к этому времени все работы уже завершены. Чеченгазпроме уверена, что проблемы с подачей голубого топлива возникнуть не должно. Самая главная и большая работа – это выполнен капитальный ремонт магистрального газопровода Ставрополь-Грозный-Лупинг. Он работал с пониженным давлением. Сейчас он выведен на проектную мощность по давлению и может в осенне-зимний период работать без понижения давления. Это обеспечит надежное безаварийное газоснабжение в зимний период. Технологически он связан с другим магистральным газопроводом Камыш-Бурунгурский, на котором тоже проводились работы капитального характера. В последние годы наблюдается положительная динамика по сборам за коммунальные услуги. Однако среди потребителей находятся и те, кто не прочь пользоваться благами цивилизации даром, уверены специалисты Чеченгаза. Абоненты, имеющие задолженность, будут отключены от газовой сети. Чтобы избежать подобной ситуации, не остаться без тепла, в «Газпроме» призывают жителей погашать своевременно задолженности. Тем более, что сравнительно с другими регионами в Чеченской республике тарифы на газ приемлемые, хотя и наблюдается незначительный рост на фоне прошлого года. На ключевые коммунальные услуги газ, электричество и теплоснабжение в Чечне тарифы выросли от 2 до 3,9%. На основании решения правления Государственного комитета цен и тарифов Чеченской Республики цена на газ, реализуемая населению Чеченской Республики, составляет 3325 рублей 20 копеек за 1000 кубических метров газа. В преддверии отопительного периода с целью бесперебойной подачи газа просьба к абонентам своевременно и в полном объеме производить оплату за потребленный газ. В случае образования задолженности все абоненты, имеющие задолженность более 2 расчетных периодов подряд, в соответствии с законодательством Российской Федерации будут отключены от газоснабжения. Вопросы подготовки к осенне-зимнему отопительному сезону накануне обсудил Рамзан Кадыров на совещании в правительстве. Избранный глава республики отметил, что отопление необходимо будет включить и до 15 октября, если столбик термометра будет на низкой отметке. В гидромедцентре считают, что пока температурный режим в регионе находится в норме и резкого похолодания не ожидается. Отопительный сезон даван дайвол лет своим даван. Бог ашдоч миченаш кич мадуш дуйдан. Тамам кичну. Отопительный сезон дайвол лет что так вайн. Лодич так шелл чидо нагрузки я что на вай. Галёршло ми даван са. Бисенжолом даван са. Заказин даван. Договориться на заказина дастон. Так, а то даван. А вай юах ялчо все равно идти ми дастон. определенная договоренность خلينا تصير حيعرف شغلة داستون بوت من خلينا حيا دعوة عن يورش خمسة. Тем временем в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства железно заявляют, что к осенне-зимнему периоду республика готова практически на все 100%. На случай, если вдруг возникнут непредвиденные аварийные ситуации в период холодов, в распоряжении у муниципальных предприятий имеются необходимые ресурсы, чтобы взять ситуацию под контроль, говорят в ведомстве. При подготовке к отопительному сезону обязательно материально-технический запас он предусмотрен, он должен быть в наличии. Будем надеяться, что отопительный сезон у нас пройдет нормально, без чрезвычайной ситуации. С началом отопительного сезона увеличивается и риск пожаров. Связано это еще и с увеличением давления в газопроводах. Эта проблема также обсуждалась на расширенном совещании с Рамзаном Кадыровым. В основном же причинами взрывов бытового газа и пожаров становится халатность жителей, которые пренебрегают правилам безопасности. В первую очередь нужно использовать сертифицированное заводское оборудование, то есть не кустарные какие-то электропечки. Печи должны ложить специалисты, которые имеют лицензию. Трубопечные работы – это лицензируемый вид деятельности. И не может любой желающий сам себе построить печку. Проводится комплекс мероприятий, в том числе и подворовой обход жилого сектора, проведение работ в организациях, учреждениях, на сходах граждан и доведение до населения требований пожарной безопасности.
В Грозном же с помощью нового оборудования автоматизированной системы оперативно-дистанционного управления процессом теплоснабжения столичная мэрия планирует сэкономить только на потреблении электроэнергии и газа свыше